Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на июнь 2020 для козерогов. Это любовь и отношения. Посмотрим, что ждет в этом месяце. Сначала карта для тех, кто в поиске партнера, для тех, кто в ссоре. Это кто расстается. Карта для тех, кто недавно в отношениях, кто давно в отношениях. Кто вместе, но не оформлены отношения, это для тех, кто в браке. Будем подсказывать из колоды цыганской. Итак, те, кто в поиске партнера, двойка мечей выпадает. Карта сложная для понимания, особенно если это расклад на любовь. Да? У нас двойка мечей – это луна в близнецах. Луна – это часто какие-то тайны, что-то непонятное, да, вот, то есть мы, близнецы – это общение, то есть получается так, что мы можем встречаться с разными людьми, но они нам как-то непонятны. С одной стороны, они могут нам нравиться, да, но мы чувствуем, что они что-то не договаривают, либо, может быть, это люди, которые обманывают нас, да, сознательно. В общем, здесь вот что-то такое может быть не очень, как сказать, не очень подходящее для нас, да, то есть как бы общество людей, которые, которых нужно тщательно отбирать. То есть это должны быть люди, с которыми у нас одинаковое мировоззрение, одинаковые интересы. И если что-то не сходится, то лучше тогда отсеивать таких людей, либо просто не приближать. Давайте посмотрим, что ждет козерогов в этом месяце. Скорее всего, это будут знакомства с людьми, которые с вами одной профессии, либо общих интересов. Но они, вот как я уже говорила, могут быть не всегда искренни, да, могут даже как-то манипулировать и что-то за вашей спиной даже там затевать, да. Кроме того, это будут люди, которые совершенно нового круга, они непривычны для вас. Это может быть люди иностранцы даже. Это могут быть люди, которые затевают какие-то новые предприятия, новые проекты, да. Вот, то есть, может быть, вы с такими людьми здесь общаетесь. Может быть, вы ищете просто вот варианты, и поэтому варианты знакомств, и поэтому знакомитесь с большим количеством людей, и, естественно, в этом большом количестве есть люди, которые вам совершенно не подходят, да, и вот вы выбираете. Но, в принципе, вот довольно-таки богатый на общение месяц. Просто нужно быть осторожнее, не соглашаться вот на тех, которые не подходят. Теперь для тех, кто в ссоре, у нас выпадает карта старшего аркана императрица, а это значит, что здесь все будет зависеть от женщины, да, то есть как женщина себя поведет, так и будет. Захочет мириться, будет примирение, не захочет, не будет. Но вот смотрите, если мужчина здесь будет довольно-таки предприимчив, если он будет стараться для отношений, если он будет себя как-то проявлять, там, может быть, подарок какой-то купит, да, или просто будет идти навстречу, то тогда перемирие здесь возможно, то есть тогда девушка захочет помириться, и тогда отношения, вот, они даже улучшатся, перейдут на новый уровень. Но если, конечно, здесь не будет со стороны мужчины вот соответствующего поведения, то тогда вот девушка не захочет эти отношения продолжать. Теперь для тех, кто расстается. Здесь вот как раз выпадает карта правосудия. Очень часто она показывает разводы, да, сами суды. То есть когда вот у нас были отношения с обязательствами, и мы их тут разрываем. Давайте посмотрим, что здесь происходит. Ну, в принципе, смотрите, да, у вас, возможно, здесь все пройдет довольно-таки гладко. Вы сможете договориться как-то по-дружески и сможете принять решение вот из того, что, как бы, какие условия будет предлагать ваш партнер, да. То есть вы ему предлагаете, он вам, и вы делаете выбор. Довольно-таки легко тут договариваетесь. Может быть, здесь будут какие-то еще дополнительные обязательства. Может быть, есть дети, допустим, да, и здесь будет выплаты какие-то для детей. Или, может быть,
допустим, один из партнеров будет что-то платить еще другому, да, то есть все равно здесь какие-то обязательства сохраняются. Так, давайте посмотрим, может быть, здесь возвращение будет. Вы знаете, даже может такое быть, что вот дойдет до развода, а вы потом вдруг передумаете. Может быть, даже уже как бы договоритесь практически, да, а потом вдруг решите помириться и все вернуть, ну, как бы отношения вернуть. Может здесь и так повернуться ситуация, потому что вот есть как-то к лучшему перемена. Сейчас я спрошу, это с тем же человеком или это новый? С тем же человеком перемены. Так. Нет, это новый, скорее всего, будет человек. Да, это новый человек. Вот сразу же, да, после того, как у вас закончится вот здесь выяснение, так сказать, отношений, да, у вас появляется возможность встретить человека, которого вы давно искали, и он тоже будет рад вот долгие отношения с вами строить. Он будет рад взять на себя обязательства по отношению к вам. То есть, смотрите, у вас все равно здесь очень, даже если вы и расстаетесь, у вас все равно здесь очень хорошо все разворачивается вот в будущем. Так, теперь, потому что, смотрите, карта справедливости. Значит, по справедливости вы заслуживаете здесь хорошего партнера, который будет действительно как стараться для вас, стараться выполнять свои обязательства, взятые перед вами, захочет заключить брак и так далее. То есть здесь все серьезно. Теперь для тех, посмотрим карту, кто у нас только начал встречаться, и здесь вот любовь в самом разгаре, да, тут у нас туз чаш, это обещание такой долгой любви, когда отношения переходят в зрелые, они переходят в семью, да, появляются дети, в общем, знаете, это вот такая карта, которая обещает развитие таких долгих, хороших, прочных отношений. Скорее всего, встреча была неожиданная, скорее всего, был какой-то кризисный момент, была какая-то ситуация, может быть, неразрешимая, да, и вот здесь появляется человек, который либо вам помогает эту ситуацию разрешить, либо он просто в этот момент кризиса вашего, да, он как помощник такой возникает. И вот у вас тут замечательная возможность. То есть у вас здесь все очень серьезно. Вот те, кто начал только встречаться, у вас тут очень хорошие перспективы, все будет у вас хорошо. Теперь те, кто давно уже встречаются, шестерка Пентаклей говорит о том, что вы хотите вместе начать жить, вы хотите как бы гражданский пока что брак. Да, вы знаете, просто вы бы хотели, может быть, и свадьбу, да, может быть, хотели, но, скорее всего, это сейчас сложно, трудно, то есть как-то неосуществимо ваше желание. Может быть, деньги, может быть, с карьерой что-то, с работой, да, может быть, какие-то сейчас, в общем, трудности финансового характера, невозможность все сделать так, как вы хотите. Поэтому вы готовы просто пока что вместе быть, да, вместе жить, но без заключения брака. Теперь посмотрим, что будет у тех козерогов, которые вместе живут уже долгое время, да, и здесь шестерка выпадает мечей, это карта перехода. Посмотрим, что это за перемены такие. Так, ну у вас, знаете, сложная какая-то ситуация решается. Кстати, может быть, у кого-то будет известие о ребенке, допустим, беременность, да, у кого-то это вообще может появиться ребенок уже вот в этот момент. Эта карта также может говорить о том, что у вас, если была какая-то сложная ситуация, то сейчас все ведет к стабильности, к стабилизации, да, то есть появляются, возможно, и денежки, да, и работа, и все, то есть вот есть возможность, может быть, даже придется переезжать куда-то с места на место, да, но в любом случае у вас здесь решается вопрос, вот эта карта говорит о том, что если не сейчас, то прямо в ближайшем будущем у вас тут хорошее улучшение есть. И вообще здесь, знаете, как-то ситуация обновляется, меняется на стабильность. Если была проблема, то теперь
будет решение. Если было нестабильно, то будет стабильно. Для вас это очень важно сейчас. Вот здесь как-то про любовь ничего не говорится. Здесь в основном вас беспокоят тут кризисные моменты какие-то, связанные с государственными запретами, с какими-то документами, может быть, которые приходится оформлять или еще что-то, какие-то разрешения получать, может быть, паспорт обновлять или еще что-то такое, да, то есть у вас здесь какие-то сложности могут быть с этим. И знаете, что еще? Может быть, придется принимать какие-то радикальные решения. Ну, допустим, вы жили в одном месте, не было работы, и нужно ехать в другой город, допустим, да, где вы можете работать. И вы вот тут вместе можете переезжать, или ваш партнер только может переезжать. Причем это все как-то неожиданно, это все как-то не запланировано, да. Но в любом случае вы готовы, да, вы готовы ради того, чтобы у вас как бы все было хорошо, вы готовы меняться, вы готовы как-то улучшать свою жизнь. И вообще шестерка мечей, она вот у нас астрологически связана с Меркурием в весах. Весы – это всегда какие-то соглашения, да, это всегда какие-то обязательства. А Меркурий – это общение, договоренности, документы. То есть у вас вот как-то больше в эту сторону уходит, ну, как бы, уходят темы такие, да, вот во взаимоотношениях. Тут что-то вам не до любви пока что. Вам как будто бы нужно побеспокоиться о стабильности о своей. И теперь те, кто в браке, выпадает карта старшего аркана суд, у вас очень хороший июнь, у вас идет восстановление, исцеление, если кто-то болел, восстановление отношений, примирение, может быть, здесь какие-то события вот именно семейного такого характера, да. И вот я дополнительные карты достала. Вот очень важные вопросы будете решать, связанные с детьми, с домом. Может быть, кто-то будет учиться, может быть, кто-то будет получать какие-то важные документы, письма, дипломы, заниматься оформлением каких-то важных документов. То есть у вас здесь прям месяц очень такой важный, поворотный, и события, которые будут происходить, они прям долгое время еще будут откликаться, да. Может быть, знаете, даже вот то, что произойдет в июне, оно как-то вообще вашу жизнь поменяет ваше положение в семье, поменяет ваш статус, может быть, может быть, ваша возможность зарабатывать, да, может быть, даже из дома кто-то начнет зарабатывать, или семейный бизнес будет. Но тоже у вас здесь как-то больше, знаете, такие глобальные какие-то вопросы решаются, важные очень, как-то не чувства именно, да, а вот забота о близких, уход. В общем, что-то такое важное, но это не романтика, это не чувство какой-то любовной эйфории, да, а вот просто какие-то неотложные дела, очень важные здесь решаются, причем очень успешно. Так, теперь совет посмотрим. Совет козерогам на июнь. В отношениях нужно к отношениям относиться всегда как будто они новые, то есть вы как будто бы на своего партнера смотрите все время новыми глазами. Вы готовы, допустим, вложиться в отношения и деньгами, да, вы готовы ради этого зарабатывать, вы готовы как-то глубоко стараться понимать партнера. То есть не просто вот выслушать равнодушно, да, а прям вникнуть. То есть действительно нужно, может быть, придется о прошлом поговорить, либо какие-то прошлые вопросы эмоциональные решить, но это к лучшему. Или, допустим, вот смотрите, критическая ситуация, нужна поддержка вашему партнеру, и вы вот можете здесь рядом быть, вы как человек, который готов поддержать, выслушать, плечо подставить и так далее. То есть вот это очень важно. Друзья, желаю всем прекрасного июня, чтобы все только самое лучшее сбывалось. Любви вам и счастья. До новых встреч!